Еще раз о Бороде. Известный блогер Борода пригласил на диспут. Я ему вчера написал. Он сначала начал писать о том, что диспут с ним платный, что надо заплатить сначала деньги, внести какую-то сумму, а потом только диспут с ним. Потом я ему написал, что я священник Игорь из Белоруссии, хочу с ним, так все, начал с ним переписку, и он меня в переписке обложил такими матерными словами, такими оскорблениями, что не, даже язык это и слух это не выдерживает. Я подумал, а что это такое? Как собрат-священнослужитель своего же собрата такими оскорблениями, притом матерными словами? Ну это же ни в какие рамки не лезет. Мат – это язык бесов. Дорогие братья и сестры, я вот работал 20 лет на строительных площадках, с детства, с юности верующий, сознательно принял крещение. Я старался никогда не ругаться. Даже работая на стройках, возглавлял и строительные организации, был и главным инженером, и прорабом. Я старался не допускать даже в общении с рабочими на стройке. Вот кто меня знает, многие люди знают этих вот скверных слов. Тем более уже церкви, уже 10 лет священнослужитель, у нас с многими священниками знаком, в нашей епархии. Мы когда-то никогда не допускал, никто из нас, никаких скверных слов, чтобы из его языка выходило. Это что это такое? А мат – это язык демонов. Это показывает отец Алексей свою сущность, что внутри у него вот это вот все греховное, это печальное, жалкое состояние. Я, конечно, прощаю его и сожалею о его духовном состоянии. Но, братья и сестры, хочу вас предупредить, что этот священник, он занимается деструктивной деятельностью, он шельмует святую церковь. И он показал свое нутро, потом он удалил все свои эти телеграм-каналы, все такое, он все это поудалял. То есть он показывает то, что он специально шельмует церковь, и что за ним стоят какие-то люди. Вот я сделал ролик, что он проводник атеизма, постовой атеизма, но вот так вот и подумал сегодня, вот, братья и сестры, вот когда я был в Иерусалиме, вот там нас предупредил гид, когда мы ходили, что там квартал ортодоксальных иудеев, там они там сионисты, они там могут плюнуть в тебя, могут это оскорбить тебя. То есть кто может оскорбить, плюнуть? Это вот такие вот ортодоксальные. У меня возникли сомнения, а в христианстве отца Алексея, может он как-то работает, может не на христианство, а работает на тех людей, на ортодоксальных сионистов, которые ненавидят христиан. Может он их рупор. И он так из-под тяжка заходит, говорит, что там в житиях святых много там фейков, много чего, а на житиях святых строили свои творения святые отцы. Вот читаешь Игнатия Бринчанинова, у него из житий святых много примеров приводит, что как там из Чити Миней Дмитрия Ростовского. То есть вот это вот сомнение, вот такое вот зародить. Сразу он в атаку не может на Новый Завет идти, он так из-под тишка факты, что в церкви такое там творится, всякая грязь, все это выносит наружу, и сомнения в житиях святых, а потом сомнение в житиях святых, будет сомнение в творениях святых отцов, сомнение во всем предании, сомнение во всем Новом Завете, сомнение во всем вере. То есть он начинает вот это подтачивать. Это теологический крот, как говорил архимандрит Рафаил Карелин, который подтачивает здание церкви. И он вот так вот говорит, вот шельмует, братья и сестры, я уже 10 лет священник, много что видел, но хочу вам сказать со всей ответственностью, что церкви вот этого негатива, это мизер, а много хорошего. Вот видишь людей, видишь, как они каются, видишь, как они молятся, видишь, как люди приходят в церковь, видишь, как они уходят в мир иной с христианским покаянием. Вот это все главное. Это вот негатива, это вот мизер, это грязь, это маленькая-маленькая часть. Хочу со всей ответственностью сказать. И люди даже, которые какой-то негатив несут, мы видим, как они грешат, но не видим, как они каются. Вот так вот бывают люди, вот какой-то пьяница пришел, там все его там осуждали, там что это, батюшка пьет, все. Как он пришел, как он каялся, как слезы текли из его глаз. Вот это вот никто не видел. Покаялся, стал на путь покаяния. Это только один пример привожу. И столько людей, они каются, все. И в церкви это главное покаяние, главное Христос, главное Новый Завет. Вот это все пыль, грязь, оно все это пройдет. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем идти путем церкви, путем покаяния, будем читать жития святых, как сказал блаженной памяти
священник, отец Даниил Сысоев, что жития святых, читьи Минея, Дмитрия Ростовского, это продолжение Нового Завета. И на эти жития ссылались и святые, и Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник. И вот будем понимать, вот это вот все это, как люди, они вот разрушают своими вот этими аудитории, что вещают, разрушают веру в жития святых, негатив выносят этот. Есть негатив, да, но церковь с этим борется, и знаю, где-то кого-то там и в запрет отправляют, кого-то епитимию назначают, но не надо это все так вот преподносить, что у нас там все это самое. Церковь – это столб и утверждение истины. И нельзя церковь шельмовать. Церковь – это наша мать. А кому церковь не мать, тому Бог не отец. А церковь наша мать, вот если даже мама наша заболела, например, мы что будем за ней? Будем ухаживать, будем подносить ей еду в кроватку, будем там врачей вызывать, но не будем ее там кричать на нее, там что-то такое шельмовать, даже если она что-то там где-то неправильно сделала, вот не будем ее. Поэтому, братья и сестры, вот это надо понимать, что сейчас такое время, и сейчас вот сатана поднимает свою голову. И вот как в книге Апокалипсис написано, что вышел этот зверь из бездны, он хулил Бога, жилище Бога и хулил людей Божьих, вот своими словами сказал. То есть он хулил церковь Божию, хулил вот это вот все это дело антихристово, братья и сестры. Поэтому не будем слушать этих всех этих блогеров, которые учат против веры, против церкви, против святого православия. Будем читать святых отцов, будем читать жития святых, будем вести духовную жизнь, чтобы нам не попасть в эти сети дьявола. И будем помнить, что мат – это язык демонов. Люди, которые говорят мат, то не стоит их вот слушать, которые особенно оскорбляют священнослужителей. Все. Отцу. И давайте, дорогие братья и сестры, помолимся за отца Алексея, потому что он, видно, что он одержим, вот, и все это одержимость выплескивает и на аудиторию. Мне его жалко, как вот человека, который запутался, которым взял над ним вот этот все этот демон вверх. Поэтому будем молиться о нем, чтобы Господь его помиловал и привел его к покаянию.